Бисмилля рахман рахим. Ля хауля ва ля куввата илля билля. На прошлом уроке мы дошли до раздела, где разъясняется, какое знание является обязательным для каждого мусульманина. Мы прочитали слова имама Газали. «Аль-илмуль муамаля», которое вменено в обязанность каждому мусульманину, обладающему здравым умом и достигшему совершеннолетия, делится на три вида: вероубеждение, то есть и'тикад, деяние, то есть фи'ль, и оставление, то есть тарк. Сегодняшний урок мы начинаем со слов: что касается деяний, то если человек после произнесения шахады утром доживет до полудня, тогда с наступлением полуденного времени на него возлагается новая обязанность — усвоение правил религиозного очищения и намаз. Итак, если человек проживет от времени намаза зуха, когда он принял ислам, до наступления времени намаза зухр, то на него возлагается обязанность изучить, как следует совершать омовение и намаз. Далее имам Газали уточнит, что если человеку не хватает времени от зухра до асра, чтобы изучить омовение и намаз, то ему надо начать изучение этих разделов еще до наступления времени зухра. Здесь работает такое правило: то, без чего невозможно выполнить обязанность, также становится обязательным. После совершеннолетия человек обязан совершать омовение и намаз. Если он не сможет изучить, как это делать за время намаза, то ему следует начинать изучение до наступления срока намаза, чтобы быть во всеоружии. Имам Газали говорит: если человек, будучи здоровым, отложит обучение до наступления полудня, но, занимаясь обучением с полудня, не успеет завершить свое обучение и исполнить намаз вовремя, то с утра ему нужно предположить, что он доживет до полудня, и следует обратиться к изучению правил намаза до наступления его времени. Допустимо говорить, что обязанность усвоения знания, которое является необходимым условием для исполнения какого-либо религиозного предписания, знание является условием совершения действия. Обязанность получить определенное знание возлагается тогда, когда необходимо совершить определенное действие. Сначала мы разобрали мнение, что если человек не успеет усвоить, как надо делать омовение и намаз за временной промежуток между зухром и асром, то ему надо начать изучать правила намаза и омовения еще до наступления зухра, если совершеннолетие наступило во время зуха. Существует и другое мнение. Имам Газали говорит: допустимо говорить, что обязанность усвоения знания, которое является необходимым условием для исполнения какого-либо религиозного предписания, возлагается только после вменения в обязанность этого предписания. То есть сначала действие должно стать обязательным, и лишь тогда становится обязательным изучение этого действия. Имам Газали говорит далее: и не обязательно приступать к изучению до наступления полудня. Также обстоит дело и с другими обязательными молитвами. Таким образом, существуют две точки зрения. Например, если человек стал совершеннолетним во время Магриба, то, согласно первому мнению, ему нужно изучить правила омовения и намаза до наступления Магриба, если очевидно, что он не успеет это изучить до наступления Айши. Другая же точка зрения заключается в том, что обязанность изучения правил определенного действия накладывается только тогда, когда это действие становится обязательным. Иными словами, пока человек не стал совершеннолетним, ему не надо изучать омовение и намаз, даже если впоследствии он не успеет изучить это все за время первого обязательного намаза. Мы знаем также, что первое мнение более обосновано, поскольку есть хадис, в котором говорится, чтобы мы обучали детей намазу с 7 лет, а с 10 можно даже ударить ребенка, если он оставляет намаз. То есть мы должны хорошо подготовить детей, чтобы после совершеннолетия они не испытывали бы трудностей с омовением, намазом и так далее. Имам Газали продолжает: если человек доживет до месяца Рамадана, то у него появляется новая обязанность — обучение правилам поста. Он должен узнать, что время поста продолжается от восхода солнца. Считается, что время поста уже началось, когда муазин скажет «Аллаху Акбар», а именно, когда он произнесет первую «А» в слове «Аллах». Перестать принимать пищу еще до произнесения муазином звука «А» в такбире — это сунна, а после уже фарз. Если проглотить что-то после
то пост будет недействительным. С этого момента нельзя ни пить, ни есть, ни совершать других действий, нарушающих пост. Итак, человек должен знать, что время поста длится от восхода солнца. Имам Газаль продолжает, до его заката, что он обязан иметь намерение поститься и воздерживаться от принятия пищи, питья и совокупления, и что месяц поста длится, пока он не увидит новую луну месяца Шаваль или пока два свидетеля не сообщат о ней. Каждому совершеннолетнему мусульманину нужно соблюдать пост в месяц Рамадан, если он доживет до него после совершеннолетия. Также ему необходимо иметь намерение поститься и знать о том, что именно нарушает пост. Наконец, ему следует знать, сколько длится месяц Рамадан и когда он заканчивается, какие тут существуют условия. Имам Газали говорит, если у него появляется имущество, или если он уже имеет достаток на момент совершеннолетия, напомним, что совершеннолетие считается по лунному календарю, а не по солнечному. Имам Газали продолжает, он должен изучить, что именно ему следует выплатить в качестве заката. Согласно нашему шафиитскому мазхабу, человек должен платить закат со своего имущества только после совершеннолетия. Следовательно, после совершеннолетия он должен выяснить, с какого имущества и в каком размере нужно выплатить закат. Имам Газали говорит, однако это требуется не сразу. Выплата заката, даже если человек обладает имуществом, не требуется сразу, в момент совершеннолетия, а требуется по прошествию года со времени принятия ислама. Со времени принятия ислама или с момента наступления совершеннолетия. Имам Газали говорит, если он обладает только верблюдами, то он должен научиться выплачивать закат лишь с верблюдов. Он должен изучить специфику заката, с того имущества, с которого ему необходимо выплачивать закат. Владея только верблюдами, он обязан изучать только особенности заката с верблюдов. Имам Газали говорит, также обстоит дело и со всеми прочими видами имущества, на которое возлагается закат. Нынче в Дагестане верблюдов нет, поэтому вам не нужно изучать, как с них выплачивать закат. Никто не говорит, что нельзя изучать, просто это не является обязательным. У нас выплачивается закат с баранов, коз, коров, и мы обязаны изучить, как это делать. Итак, сначала мы рассматриваем обязательные действия после совершеннолетия. Чуть позже мы перечислим, что именно человек должен оставить. Фиаль – это действия, которые Аллах требует от человека. Их нужно изучить каждому, на кого распространяются эти требования. Таклиф – это намаз, который человек обязан совершать, пост, который он должен держать, закат, который надо выплачивать, и хадж. Так потихоньку мы дошли и до хаджа. Имам Газали говорит, если он вступил в месяцы хаджа, то ему не обязательно знать о хадже все наперед, так как паломничество в Мекку не является безотлагательной обязанностью. Хадж так же обязателен, как и намаз, но в отличие от намаза, который надо выполнить строго в свое время и нельзя откладывать, хадж вполне можно отложить и совершить, когда удобно. Имам Газали продолжает, поэтому и к изучению его правил не обязательно приступать сразу. Однако ученые ислама должны заранее объяснить ему, что совершение хаджа – это отложенная обязанность каждого мусульманина, у которого есть дорожный припас, то есть средства на дорогу туда и обратно, плюс средства, оставленные для пропитания семьи и многое другое. Мы рассмотрим это в соответствующей главе. Имам Газали продолжает, и средства передвижения. Может быть, он решит совершить хадж сразу. Он может решить, как можно быстрее выполнить этот фарз, если для этого есть возможность. Ведь времена могут измениться, и потом средств может не остаться. Имам Газали продолжает. И тогда, если он твердо вознамерится совершить его, он должен выучить его правила. Он обязан изучить лишь столпы и обязательные предписания паломничества, а не дополнительные. Если не выполнить рукны, то хадж будет недействительным. Изучение сунната – это суннат. Однако то, что это суннат, вовсе не означает, что мы не будем его совершать. Будем, потому что суннат совершенствует поклонение человека. Имам Газали продолжает. Ведь если он будет исполнять их, то сделает сверхположенного. И знание сунны также будет знанием сверхположенного. И поэтому изучение сунны не является фарзуль-айн. Запретность умалчивания того, что хадж обязателен сразу после произнесения шахады, это достойный вопрос фикха.
Также постепенность требуется в изучении всех других предписаний религии, которые обязательны для каждого. Что мы должны тут понять? Когда собираешься в хадж, необходимо сначала изучить правила хаджа. Также следует узнать, как совмещать и сокращать намазы в пути. Один человек уже после хаджа на дагестанской границе спросил у мутаалима, как делать намерение на сокращение и совмещение утренней молитвы. Мутаалим пошутил. Нужно сказать, я намереваюсь совершить 2 раката сокращенной утренней молитвы, совмещая ее с обеденной. Потом я спросил того мутаалима, почему ты не разъяснил ему? Он ответил, а что я могу ему сказать, если он съездил в хадж, вернулся обратно и лишь на границе задал свой вопрос? Современные паломники из Дагестана думают, что доллары сами за них хадж совершат, что можно ограничиться подарками да покупками. Хадж – это сложный ритуал. Он содержит множество элементов и не ограничивается одним днем. Если хоть один волосок женщины оголится во время тавафа, то ее таваф станет недействительным. А если таваф недействителен, то недействителен и весь хадж. Нашим главное съездить туда, и они думают, что этого достаточно. Руководители групп в автобусах обычно уже отучились в медресе, и 99% из них ездят в Мекку каждый год. Вот уже 7 лет одни и те же люди ездят на автобусах туда-сюда. Это, конечно, хорошо. Мы не завидуем, нет. Но кто мешает руководителям перед началом хаджа собрать всех в мечети и раз в неделю показывать, как совершать таваф и другие ритуалы хаджа? Никто не мешает. А у нас за день до отправления всех собирают и говорят: Сухайбат, ты будешь делать хинкал. Патимат, ты будешь делать чуду. Умар, ты будешь за мясом следить. Мурат, ты будешь чай всем готовить. Хадижат, ты обеспечишь всех калмыцким чаем. Трындят про еду и не думают о религии Аллаха. Вот какое невежество. Когда я учился, один человек, его звали Абдуль-Фатах, за месяц до хаджа собирал свою группу и обучал их всему необходимому. У нас же группами руководят, как правило, мутаалимы-неудачники, которые не смогли ничего достичь в учебе и теперь делают на хаджи бизнес. Никому и в голову не приходит как-то подготовить свою группу. Я не говорю, что нет тех, кто обучают. Есть. Но их всех можно по пальцам пересчитать, да и слушать их приходит от силы 4 человека. Кто мешает обучать свои группы? Дурные руководители за все ответят. Они только и знают, что собирать деньги. Но в судный день именно они будут отвечать за хадж своих подопечных. Они же называют себя грамотными, заявляют, что учились. Отдел хаджа делает вааза на эту тему в селах. Но разве одной таблеткой вылечишь такую болезнь? Чтобы выздороветь, надо пройти целый курс лечения, а не ограничиться одной таблеткой. Алим из отдела хаджа и руководители хаджа должны начинать работу задолго до месяца хаджа. Им надо обучать паломников лечить общество от невежества. Имам Газали продолжает. Что касается оставления тарк, то тут следует учиться по мере того, как меняются обстоятельства. Все зависит от конкретного человека. Немому не надо знать, что запрещается говорить, слепому, что запретно для взора, а бедуину, в каких домах запрещается сидеть. Все зависит от обстоятельств. Человеку не обязательно изучать то, что его не коснется, однако он должен быть предупрежден о том, с чем соприкасается. И тут приводится пример. Итак, если при принятии ислама мужчина был одет в шелк, ему надо делать наставление, чтобы он перестал носить шелк. Если до принятия ислама он носил золотые кольца, надо предупредить его, что это запретно. Если сегодня тому, кто принял ислам, мы скажем, что мужчине нельзя носить золото, он спросит нас: а почему у вас все носят? И укажет на магу, шому, Сережу, увешанного золотыми кольцами и цепями. Тогда нужно ответить, что хоть мы и называемся мусульманами, но наше поведение далеко от ислама, несмотря на то, что в идеале мусульманин должен быть примером для немусульман. Имам Газали говорит: если он пользуется тем, что отнято силой, следует сказать, что нельзя совершать намаз на отнятой земле. Такая молитва будет недействительной. Вроде кажется, что все в порядке, но на самом деле молитва совершается на хараме, поэтому намаз не будет принят Всевышним. Расскажем вам типичную для нашего времени историю. Один человек впустил в свой дом пожить своего родственника с женой. Обговорили срок, хозяин пустил их на год. Через год, когда уже надо покидать чужой дом, родственник заявляет хозяину, что не съедет оттуда.
Тот ему напомнил, что его намаз в этом доме не примется. Он ответил: «Не беда, я молюсь в мечети». Вот так вот. Имам Газали говорит, или заглядывается на запретных для него женщин. Опять же, нужно объяснить, что следует прекратить это. У нас могут ходить под ручку с девушкой и говорить, что это просто подруга. После того, как такой человек принимает ислам, надо сказать: брат, после шахады ты раб Аллаха, никаких подруг не бывает. Сделай никах, возьми ее в жены, если она мусульманка, а если не мусульманка, то призови ее к исламу. Свободные отношения между полами ведут к разложению общества. Сколько народу инфицировано СПИДом? Зачем тебе вся эта грязь? Впрочем, новообращенный мусульманин может спросить, чем мы лучше? По телевизору показывали, как один дагестанец похвастался: как у всех нормальных людей, у меня тоже есть подруга. Новообращенный мусульманин спросит: если вашим можно иметь подругу, почему мне нельзя? Что тут можно посоветовать? Отвечайте, что это не наши, ведь они не следуют установлениям религии. Имам Газали говорит, то ему нужно разъяснить это. Также его следует обучить тому, с чем он не соприкасается в данное время, но близится к этому, например, принятию пищи и питья. Если человек, который только что принял ислам, сидит за столом, где пьют коньяк или другие запретные напитки, ему надо посоветовать встать из-за этого стола и уйти, даже если он сейчас не пьет. Все меняется, и рука может потянуться к рюмке. А если пьет, нужно сообщить, что шариат этого не дозволяет. Если у него есть хоть малейшая возможность выпить, следует рассказать, что ислам запрещает спиртное и все, что изменяет сознание и ведет к помутнению рассудка. Нам, мусульманам, не нужно постоянно гавкать, ничего не объясняя: нельзя, нельзя, нельзя. Алкоголь не разрешен, и опьянение запретно. По-арабски алкоголь называют хамр, и говорят хамр сатара, что означает спрятать рассудок. Под влиянием алкоголя мы деградируем, становимся похожими на детей, не отличаем хорошее от плохого, мать от сестры. Пьяный может обругать собственную мать, которая его вырастила. Некоторые даже бьют своих матерей. Есть, наверное, и те, кто, будучи пьяным, убил родителей. Когда у человека нет разума, он способен на все. Вот почему шариат запрещает алкоголь. Имам Газали говорит, так, если он, например, находится в стране, где принято пить вино и употреблять в пищу свинину, то надо ему разъяснить греховность этого и предупредить. Сегодня на мусульманах лежит большая ответственность, о которой мы позабыли. Имам Газали продолжает, следует научить его тому, чему он обязан научиться. Муалим должен обучить мутаалима. Принявшему ислам нужно рассказать о запретах шариата. Доктор обязан прописать лечение больному. Но ведь и больной должен лечиться, как ему велено. Некоторые, отучившись, думают, что их ученики должны следовать полученным знаниям, а они сами не должны. Это неправильно. Учитель сам должен следовать тому, чему обучает. Муалим должен бояться Аллаха. Шариат сделал обязательным для человека 3 вещи: убеждение, действие, оставление. Имам Газали рассматривает убеждение в самом конце. Сначала он рассказал про фиаль, потом про тарк. Фиаль — это совершение всего того, что Аллах от нас требует: намаз, пост, закат и хадж. А тарк — это то, что Аллах запретил человеку. Если тот, кто принял ислам, носит шелк или золото, надо сказать, что Всевышний Аллах запретил это. Если спросят почему, следует подробно разъяснить. А еще лучше объяснить все сразу, не дожидаясь вопроса. Мужчина не должен выделяться тем, что отличает женщин, например, золотыми украшениями или шелковой одеждой. Мужчину выделяет мужество, достоинство и смелость. Гордиться нужно именно этим, а не всякими побрякушками. Кстати, сегодня медицина установила, что золото вредит мужчинам. Вот как надо разъяснять запреты шариата тому, кто только что произнес шахаду, чтобы грубостью не отталкивать его от истинной религии, чтобы его сердце было спокойно, а ум доволен нашими ответами. На этом мы заканчиваем урок. Если останемся живы, то продолжим со слов, что же касается вероубеждений.